Ажьырныҳәа ажәафаразы иԥсҭазаара далҵит раԥхьатәи Аԥсны арбџьармычқәа рминистр аинрал Аԥсны афырхаҵа Владимир Аршба. Аџьынџьтәылатәи еибашьра иалагаанӡа Владимир Аршба Урыстәылантәи Аԥсныҟа дгьежьуеит. Иара арратә ԥышәа ду иман. Деибашьуан Афганистан. Уаҟа акыр иуадаҩыз ажәыларақәа ааба дрылахәын, ҩынтә ӷәӷәала дхәын. Абарҭқәа зегьы анаҩс иԥсадгьыл ахь даныхынҳә, Аԥсны ашәарҭара ианҭагыла, иара изы ицхыраагӡа духит. Владимир Аршба аԥсуаа архәҭақәа иҿызкааз дреиуоуп. Аибашьра иалагаанӡа хадара азиуан Аԥсны аҩныҵҟатәи архәҭақәа рполк хазы игоу абаталион. Зқьи-шәи-ԥшьынҩажәижәаҩа шықәса апрель мзазы инапхгарала имҩаԥган операциа ҷыда. Убри аан аҳәаа иахысны Аԥсны иалалаз ақырҭуа атеррорист гәыԥ ҭархан. Аԥсны аџьынџьтәылатәи еибашьра ианалага, раԥхьатәи амшқәа инадыркны зыԥсадгьыл ахьчараз зҩызцәа ирывагылаз дыруаӡәкуп Владимир Георгиԥа. Еилкаауп арратә ԥышәеи аԥсадгьыл абзиабара излаз даҽакалагьы ихы изымҩаԥгомызт. Владимир Аршба имощни хәарцкьи уи аҽны ироуз адҵала шьыжьнаҵы Гаграҟа амҩа иқәлоит. Уаҟа ираҳауеит аибашьра ишалагаз. 13 августа я получил приказ от командира полка вместе с Мушни-Хварцким, он был тогда моим заместителем, выехать в город Гагру для того, чтобы с определенными людьми должны были договориться о закупе 100 единиц автоматического оружия. Вот. В 6 утра мы выехали в Гагру на моем личном автомобиле. И уже в Гаграх, значит, у нас не получилось сразу связаться с этими людьми. Мы сидели, просто ждали, когда они появятся. Так как мы были в форме в абхазской, значит, к нам подошли ребята абхазцы и сказали, что война, говорит, началась в Сухуме. И мы поехали в Сухум. Ну, в Сухум, когда ехали по этой трассе в направлении Сухума, наша единственная машина была. А навстречу уже ехали люди, как бы, ну, было видно, вывозили семьи, вывозили имущество какое-то свое. Вот. Полк у нас находился в Ачидарах. Вот, когда приехали в полк, значит, никого из руководства полка не было. Было человек 250-300 ребят гражданских, которые просто ходили кругами и не знали, что делать. Они прибыли в полк для того, чтобы получить оружие, ну, как-то так. Вот. Я по рации связался со своим батальоном. Мой батальон находился в Агудзерах. На связь вышел Нурик Богателя, это командир роты у меня 2 роты было в батальоне. И когда вышел на связь, командир роты Нурик Богателя доложил, что вот так и так, идет бой, батальон в окружении, приезжал командир полка и дал команду одной роты, рота это Сергей Аршба, выехать и занять оборону по-моему, по Киласуру, если я не ошибаюсь, по реке Киласур. Вот. Но когда, это уже потом мы узнали, рота выехала, рота как там, остатки роты, почему? Потому что на тот период батальон был полностью раздроблен. Мы охраняли Дранскую тюрьму, мы охраняли аэропорт, мы же охраняли санаторий МВД, ну, много объектов, СВТИ охраняли, много объектов охраняли, и непосредственно в батальоне находилось очень маленькое ограниченное количество личного состава. И когда вот машины выехали, они вклинились прямо в колонну грузин, которые уже проходили, да, по Гудзерах, и их сразу взяли в плен. Мгновенно, там ничего нельзя было сделать. Вот. Я дал команду Нури Богателя, тогда, говорю, попытаться собрать людей и двигаться в сторону Сухума. Ну, попытались здесь организовать оборону. Гиви Камугович как раз тогда подошел, Цугба Вахтанг был. Вот, и начали вот здесь вот какую-то имитацию обороны и договорились так. Я муж не оставил, сам сказал, что я поеду в батальон опять и по рации, потому что, ну, раз здесь бои, люди не могли бы, мой батальон не смогут сюда прорваться. А вообще зона ответственности батальона была восточная. Вот, я поехал опять в полк, опять вышел по рации на Нурика и сказал, говорю, сюда, говорю, не двигайтесь, тогда, говорю,
кого сможете собраться в кулак и двигаться в сторону Творчала. Часть разведвзвода моего, вот Бесик Джели, это командир разведвзвода, значит, находился здесь. Ребята, офицеры, которые служили у меня, кто, будем говорить так, увольнение, кто просто по больничному, просто в городе был. Вот я говорю, собралось нас где-то человек 35. Вот, и вот они подошли ко мне, говорят, что танк на Белом мосту. Вот, и я даю команду Бесика Джелия. Гранатомет был у Вахтанга Гвинджи. Танк подбили, говорит, все горит, как бы. Я даю команду, значит, найти большую машину, развернуть танк поперек дороги, чтобы он как естественная преграда была. Вооружение, если возможно снять танка, снять. Когда шли переговоры нашим руководством с руководством Грузии, это буквально тоже первый, как только начались боевые действия, была достигнута договоренность о том, что наши войска отводятся в Ачидару на зимние квартиры, грузинские войска отводятся за реку Теласур. Вот. Ну и дальше уже путем переговоров будет как-то решаться вопрос. Но опять же, с учетом того, что связи не было никакой, только если посыльными кого-то. Прибегает ко мне посыльный, мы тогда дислоцировались в районе гостиницы Абхазия, вот моя группа. Вот тогда у нас уже было вот с теми, которые смогли вывести с окружения, 45 человек. Вот, сидим там, значит, прибегает ко мне солдатик, гражданин Абхазии, парень, и говорит, значит, это уже смеркалось, вот август месяц, вот темнеет, ну, это где-то в районе, может быть, 20 часов, 19 часов, ну, ближе к 20, по-моему. И говорит, что получили приказ всем выдвигаться на зимние квартиры. Тогда стали поступать тоже ребята с Гудаут, привезли первые противотанковые мины. Естественно, никто пользоваться не может. И прямо на повороте универсама эвкалипт был срезанный. Я сел на этот эвкалипт и объясняю ребятам, как нужно взводить мину, как устанавливать. И тогда привезли эти творчельские болванки, если вы слышали такие. Вот. Ну и тут слышу команду, не команду, голос, воздух. Ну, поднимаю голову, прямо же напротив девятиэтажка, вот этот Майсурадзе. Буквально метра 3-4 над девятиэтажкой вылетел и начал нас обстреливать нурсами. Вот я, честно говоря, вот я даже до сих пор помню пакетник, из какой дырки именно вылетел этот нурс, который полетел в нас. Вот. Ну и там меня контузило сильно. Там одному парню голову оторвало, 3 или 4 было раненых. Ну и я и еще один были контужены сильно. Ну, с учетом того, что это у меня же 3-я контузия, я как бы не помню. И полутора суток я не помню, как, что, где. Очнулся я уже в Гудаутском госпитале. И когда пришел в себя, уже линия фронта стабилизовалась по Бумисте конкретно. Августом за анджамтаза Ярат Хварчалка ддукурцует, анаюс ҿыц зеиҿкаара иаҿыз мрагыларатәи афронт раԥхьаӡа хадаразиуан. Сентиабрразы иара Гагратәи афронт ахь диаргоит, абраҟа ауп иара имазаратә ԥышәа аарԥшра ахьилшазгьы. Аамҭа маҷ иалагӡаны еиҿкааз Гагра ахақәиҭтәразы ажәылара ҳархәҭақәа риааирала ихыркәшан. Убасҟан октиабр мза жәеизаразы еиҿкаан Аԥсны арбџьармчқәа рминистрра Владимир Георгий-иԥа Аршба уи хадаразиуан. Никакого нового вооружения у нас не было. У нас было частично сохранено вооружение, которое находилось в отдельном полку внутренних войск. Как вы знаете, на момент начала боевых действий это единственное подразделение, которое более или менее могло оказать какое-то сопротивление. Но после указа президента или распоряжения президента о всеобщей мобилизации стали создаваться, опять же, на тот момент просто подразделения, отряды какие-то. Оружия у нас практически не было. У нас были несколько БМП в полку внутренних войск, у которых вот пушка, которая стоит на БМП, снарядов было там, по-моему, по 3 или по 4 снаряда.
Ну, фактически все. Больше у нас ничего не было. Все остальное, которое... Ну, первые трофеи мы получили, естественно, после освобождения Гагры. И после освобождения Гагры было принято решение о создании вооруженных сил. Потому что, ну, хоть и операция прошла успешно, но она показала большие минусы в управлении личным составом, войсками. На момент освобождения Гагры у нас был трофейный танк, который мы взяли 14 августа на Красном мосту. Было 2 120-миллиметровых миномета, по-моему, 2 танка, 2 БМП, 2 120-миллиметровых миномета. Все. И остальное только вот личный состав. Как министру обороны было очень сложно. Понимаете, я по ходу сам учился. Я помню, когда вот Владислав Григорьевич меня вызвал, сказал, я категорически отказался и ушел в замок феодала Мушнихвардский. Ну, Гемберг меня нашел в 3-4 утра, вручил бумагу, приказ, как военный сказал, есть. Что мне оставалось делать? Но что такое командовать небольшой, но армией, это просто нужно знать. Опять же, я говорю, любой опыт приходит не то что с годами, с опытом, да, с делом, если ты делаешь. Поэтому так. Зқьышәи ԥшьынҩажәи жәаха шықәса аӡынра иара ӷәӷәала дырӷәӷәеит аибашьрацәа ҳәаҿы. Аха иаарласны ҩаԥхьа уи деиҭахынҳәуеит иҩызцәа рахь. Анаҩс ииультәи ажәылара аплан ашьақәыргылара ихала ирхәуеит. Уи ашьҭахь Аҟәа ахақәиҭтәразы еиҿкааз ажәылара иабзоурахеит аиааира агарагьы. При наступательной операции соотношение сил и средств должно быть от 1 к 3 до 1 к 5 в пользу наступающего. Мы преодолевали водную преграду, вели боевые действия в городе и в горах при соотношении сил 1 к 10 минус. Ни разу не было, чтобы у нас было по всем этим показателям преимущество. Не было такого. Но опять же здесь, я не знаю, вывод один, анализ я могу сделать. Только и сейчас, если мы не объединимся, то, к большому сожалению, мы эту победу проиграем. Мы уже находимся на грани точки невозврата. Понимаете? Не хочу я в политику ударяться, но ситуация такая. Аибашьра неилгагьы инапы ианыз арратә усқәа иара ишиҷыда ҟазшьаз еиԥш ҭакԥхықәрала инаигӡон. Аԥсны арбџьармычқәа рминистр аштаб хада деиҳабын. Аамҭак азы Аԥсны амиграциатә маҵура хадаразиуан. Зқьышәи жәаба шықәса азы еиҿкаан Афганистан иеибашьуаз аветеранцәа рхеилак. Иара уи напхгара аиҭон. Ари аус аҿгьы иџьабаа даараӡа ирацәоуп. Мой первый боевой опыт в Афганистане, когда мы попали под огонь дружеской артиллерии 76-миллиметровых пушек афганских. Рота нас была. И мы оказались в самом эпицентре. Я помню, как я впал в ступор, и если бы не командир роты, который подбежал, так на корточке сел и просто потерялся. Он подбежал, ногой ударил меня, чтобы я упал, и крикнул: «Беги!» Прятаться нужно. Вот мой первый опыт. Второй или третий раз, если бы я попал, я уже знал бы, как себя вести, как действовать. Поэтому любой опыт такой, он необходим. Я был полностью уверен, что я выполняю правильную миссию, что я выполняю интернациональный долг, я обязан был это сделать. Организация наша создалась в 2008 году. Это Союз ветеранов Афганистана и Абхазии. Сегодняшний день нас по Абхазии 130 человек. Возглавлял организацию Ашба Владимир Георгиевич. Царство небесное, низкий поклон. Цель нашей организации – патриотическое воспитание молодежи, военно-патриотическое, духовное воспитание, культурное воспитание. Немало работы были сделаны во главе с нашим председателем, встречи с молодежными организациями, выезды на горячие точки. Побывали в Крыму, побывали на Донбассе, также под руководством Владимира Георгиевича. Провели немало работ по раненым, по инвалидам афганской войны. Будем продолжать ту работу, которую он поставил, дал нам задачи, будем выполнять.
Боевая дружба, она все-таки очень сильна. Если человек подружился во время войны, то это на века. И тогда, когда нам было плохо, афганцы тоже приезжали, воевали вместе с нами. Владимир Аршба иааигәаны дыздыруаз иҩызцәа рзы еиҳагьы хьанҭоуп уи ицәыӡра. Ас еиԥш иҟаз ауаҩы макьанагьы илшашаз даара ирацәан ҳәа згәарҭоит дара. Урҭ ргәалашәараҿы наунагӡа даанхоит. Был профессионал, на самом деле генерал, профессионал, военный. Помимо тех военных, армейских качеств, у него была исключительная черта. Откуда он брал это, я не знаю, но человечность в нем и порядочность, для нас это большая утрата. Лично для меня, я надолго, пока я жив, я в сердце могу пронести эту боль. Этот человек был достойнейший, искренний, пунктуальный, очень внимательный, относился как к бойцам, к местным жителям, к офицерам с доброй душой, с теплотой, выслушивал все их и старался помочь. Он даже делился своими патронами с нами. Легендарная личность, я не знаю, таких людей мало. Много слов можно о нем говорить, но словами не украсить. Это человек, святой человек, я могу даже сказать. До того чистый и порядочный. Мало таких людей, он мне таким запомнился. Он и будет жить он в наших сердцах, он не ушел от нас. Владимир Аршба иаалырҟьан иԥсҭазаара иалҵра згәы знамырхьыз, згәы иалымсыз дыҟамзар ҟалап. Ҳара ҳиааиразы иара илагала даараӡа ирацәоуп. Иара дгәымшәан, дфырхаҵан, еснагь иҵеибашьуаз ргәашьҭыхра илшон. Иҟалап Владимир Аршба иибаз аџьабаа ахә ишахәҭоу еилкаамзаргьы. Иԥсҭазаара даналҵ ашьҭахь, Аԥсны афырхаҵа ҳәа ахьӡ ихырҵоит. Я с детства, мы ездили по гарнизонам с родителями. Кроме военных я практически никого не видел. Но сказать, что я очень сильно хотел быть военным, я не могу. Папа сказал, пойдешь, я сказал, сейчас, как говорят, военный есть, и пошел. Сейчас, опять же говоря откровенно, я, конечно, ни грамма не жалею, что я пошел. Конечно, было очень тяжело. В конечном итоге 2,5 своей жизни я провел в госпиталях, но, опять же, я об этом не жалею.